Совсем скоро в этом здании Ухтинского педагогического колледжа откроется объект республиканского значения. Будущий зал для комплексной туристической подготовки, по сути, не имеет аналогов в республике. В Сыктывкаре есть хорошие залы, но они либо рассчитаны на детей и подростков, либо частные, рассказывает руководитель Ухтинского туристического клуба Александр Лебедев. В этом зале смогут заниматься люди всех возрастов, а оснащение позволит принимать соревнования уровня северо-запада. Здесь и место для общей физической подготовки, отработки веревочных техник, скалодром с отрицательными уклонами. Общая сложность скалодрома у нас 130 квадратных метров. Плюс 30 квадратных метров для боулдеринга. Это один из видов скалолазания стендового. Вот. Но я должен сразу сказать, что основная масса у нас людей, инструкторов, мы любим маршруты. Мы любим ходить в реальные горы. Здесь как раз можно будет отработать необходимые навыки в условиях максимально приближенных к реальности. Будем отрабатывать даже обустройство лагеря прямо на высоте, делится планами Александр Лебедев. Но все это только после Нового года. Именно тогда зал планируют закончить. А начали здесь работы еще в конце 2017 года. Каждый шаг давался непросто. Долго разбирались с помещением, в итоге оно досталось клубу в безвозмездное пользование. После то и дело вставал финансовый вопрос. Но мир не без добрых людей, а клуб не без энтузиастов. В составе сейчас 30 человек, и многие из них оказались представителями тех профессий, которые пригодились в воплощении давней задумки. Сварщики, плотники. Шаг за шагом они и преображают зал. Примечательно, что всем здесь занимаются абсолютно на добровольных основах. Энтузиасты сами закупают материалы, оборудование, ведут монтаж скалодрома и даже сварные работы. Воплощение идеи своими силами, безусловно, имеет плюсы. Все делается на совесть, с любовью, по сути, для личного пользования. Члены турклуба стараются закончить работы как можно раньше. Проводить полноценные невыездные тренировки им пока негде. А вот материальной помощи не хватает. Подспорьем стали получены в 2017 году спонсорская помощь и республиканская субсидия общей суммой 800 тысяч рублей. На эти средства закупили только основные материалы, а сам проект стоит куда больших денег. Финансово, конечно, этот проект тянет на 3 с лишним миллиона. Вот. Но мы вынуждены его решать теми силами, с теми ресурсами, которые у нас есть. В общем-то, нам помогают, кто чем может. Начиная с того, что вот недавно человек просто подарил 20 мешков пескобетона. До этого, значит, еще один человек помог. Мы раздобыли двери. Потом, значит, нам помогли, мы раздобыли металл, вот, из которого варим сейчас конструкции будущего скалодрома. Туризм не только и не столько хобби, считает Александр Лебедев. Это прежде всего профессиональные знания и серьезная подготовка. А чтобы преподносить его горожанам именно в таком виде, нужны соответствующие условия для развития. Именно поэтому, преодолевая многочисленные сложности, собирая средства с миру по нитке, старейший Ухтинский туристический клуб воплощает свою давнюю мечту – готовить профессионалов, дать возможность стать ими всем желающим в любом возрасте. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.